Vede velmi dlouhá, velmi pracná cesta od dola. А к каждому такому изменению, которое регламентируется сверху, должна, соответственно, быть и такая очень сложная дорога снизу, импульс снизу. Potřeba začít pracovat na drobných věcech a zlepšovat to směrem nahoru. Dobrou vládu vám z vrchu nikdo nedá, nenadekretuje. Потому что никто не способен создать какое-то доброе правительство, поэтому надо шаг по шагу снизу постепенно вести вот такую долгую работу. Nutit občany naučit se projevovat zájem o věci veřejné. Это значит научить людей, каким образом нужно выразить свое желание что-то сделать лучше для общества, для общественного блага. Postupně se krok za krokem blížit k těm vyšším metám. Ну, а постепенно, шаг за шагом приближаться к этим более высоким целям. Ten druhý důvod byl víc praktický než ideový. А второе основание, вторая причина имела такой более практический характер носила. Samozřejmě, když budete podporovat nějakou politickou stranu nebo nějakou skupinu lidí a dávat ty peníze nahoru, tak ta zkušenost s těmi projekty říká, že ty peníze většinou zmizí a jsou zneužity. Потому что по опыту известному, если вы хотите поддерживать какую-то политическую партию или отдавать эти деньги кому-то там где-то наверху, то по сути дела заканчивается это тем, что эти деньги просто испаряются. Těchto negativních zkušeností byly v obrovské množství. Такого негативного опыта, таких примеров можно привести очень много. Nelze prostě dát podporu z amerických grantů nebo z českého ministerstva vládě a tě zavede program na podporu občanské společnosti. Ну, конечно, абсолютно абсурдно отдавать эти средства от Министерства иностранных дел Чешской Республики и американских фондов правительству какой-либо страны, чтобы она на основании реформ или через реформы что-то сделала для людей. Jistě všichni zde tušíte, co by se s těmi penězmi stalo asi. Конечно, вы все очень хорошо понимаете, что бы случилось с этими деньгами. Kolik bych doputovalo k těm občanským sdružením. А сколько бы денег попало, наконец, непосредственно к этим исполнителям, желающим. Tady byly obrovské zkušenosti třeba s pomocí Rusku. Потому что можно привести такой пример в России, да, Kde ty peníze mizely jak v kanále. А там эти деньги просто падали в черную дыру. Takže posledních pár desetiletí od let je ta filozofie dávat ty peníze občanským sdružením už v těch konsolidovanějších zemí, aby oni skrze aktivity se spojovali s občanskými sdruženími, které existují v těch zemích, kam mají ty peníze doputovat, nebo ta činnost. Поэтому концепция в последние годы меняется. То есть деньги предоставлять в тех странах, которые уже в той или иной степени консолидированы, предоставлять непосредственно организациям гражданского общества, которые знают, для чего, с какой целью они эти деньги, на что они их потратят. No a pak, když se takové sdružení tady osvědčí, tak samozřejmě má možnost jako přímo si sáhnout na ty peníze samo. No a если Alespoň v rámci těch zahraničních fondů některých. Ну а если такая организация, ей удастся пройти этот первый этап, научиться чему-то, то потом она и сама уже может подавать такие заявки для того, чтобы свое финансирование непосредственно уже самостоятельно получать. Tak tomu je samozřejmě potřeba určité know-how, protože ono dneska vše stojí na určitém byrokratickém procesu. Ну, а естественно, потому что везде, всюду сегодня все стоит на этих бюрократических процессах, то и тут нужно иметь определенный ноу-хау, как это сделать. No a jedna z těch věcí, které my právě tady učíme a předáváme dál, je, jak se s tímhle potýkat. Ну вот мы и хотели стараться передать такой опыт или обучить, как это сделать. Takže ta druhá kniha, která vznikla, tak ta byla v podstatě o zkušenosti s občanskou společností po roce 1989 v České republice. То есть следующая книга, вторая книга, это был наш опыт, каким образом у нас эти гражданское общество, организации гражданского общества работают. To je tato была publikace. Вот большая публикация. Je na CD i v tištěné podobě. Она была и распечатана в форме такой большой методички и на CD. Je tam popsaná nejen situace v České republice, ale i v některých jiných evropských zemích. Можно сказать, что это был такой